Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Всем известно крылатое выражение «некрасовская» о женщине, которая может и в горящую избу зайти, и коня на скаку остановить. А вот женщины Якутии, какие они? Как по мне, современные, целеустремленные, семейные и всегда знают, чего хотят. Насколько сегодня четко определена роль женщины в современной Якутии и какие лучшие качества слабого пола можно отметить у якутянок, расскажет моя сегодняшняя гостья, общественный деятель, руководитель Якутского регионального отделения Союза женщин России, член Общественной палаты Анжелика Андреева. Добрый вечер, Анжелика Егоровна. Добрый вечер. Анжелика Егоровна, кстати, руководитель, член. Вот как вы относитесь к феминитивам, так называемым? Руководительница, авторка, журналистка, блогерка, редакторка? Ну, Вот вы все-таки руководитель или руководительница? Мне кажется, что я общественница. Общественница. Не общественник все-таки, а общественница, да? То есть это важно. Но я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно прямо сейчас, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 05 02. Анжелика Егоровна, вот женщины Якутии, они какие? Вот чем мы отличаемся от женщин, например, Центральной России? Ведь как минимум у нас есть климат, особенности, своя культура, культурный код, который мы несем. Действительно, это очень интересно, потому что я это заметила. Раньше я не замечала, когда была более, наверное, молодой, выезжала в другие регионы. Но сейчас, когда мы часто выезжаем в другие регионы, того же Дальнего Востока или Российской Федерации, то очень заметно, что наши женщины якутские, они, видимо, по нашим природным качествам, да, что у нас очень много холодов, испокон веков привыкли быть очень ответственными и очень творческими, да, и всегда наша делегация почему-то отличается от других регионов. И нам всегда говорят, вы, говорит, очень интересные, говорит, якуты, вы сохранили свои традиции, всегда гордо это несете, у вас очень красивые, допустим, там якутские украшения. Когда вы выступаете, вы говорите и на родном языке, и на русском языке. То есть все-таки наша самобытная культура, хочу заметить, сохранилась. И это очень важно, что, ну, благодаря, может быть, нашей культуре, нашим предкам мы это все сохранили сегодня и даже передаем молодому поколению. И мне кажется, якутская женщина, она отличается от других женщин Российской Федерации. Ну, кстати, я заметила, что вот вы, когда участвуете в каких-то мероприятиях федеральных, других регионов, вы надеваете якутские украшения обязательно. Да, совершенно верно. Это все-таки нас отличает, и мы должны это нести, свою национальную культуру, и передавать уже будущим поколениям и популяризировать ее. Ну, давайте вернемся к тому, что вы общественница. Общественная работа – это дело важное, но очень сложное. То есть ты сам на себя возлагаешь большую ответственность перед людьми, которые, в свою очередь, возлагают уже на тебя свои надежды. Вот как не перегореть? Может быть, расскажете какой-то случай, какой-то вопрос, который вам удалось решить, и чем вы вот гордитесь? Я думаю, что, ну, такие, конечно, моменты бывают. Это очень важно. Но мне кажется, вот по жизни, да, у каждого человека выбирает свое какое-то направление, да. И мне, наверное, повезло еще в детском саду, когда я стала, можно сказать, такой активисткой, когда воспитатели меня заметили, затем это продолжилось в школе, потом в университете, как вы все прекрасно знаете. И оно по жизни уже остается и идет. И человек с активной жизненной позицией, особенно вот наши женщины, девушки, вот сразу заметно. Допустим, мы проводим какое-то мероприятие или семинар, где-то будет человек, допустим, 10-20, и все равно 2, 3, 4, 5 обязательно выделяются. Те люди, которые хотят что-то сделать не только для себя, но и для других, и для общества. И вот это, наверное, как раз является той изюминкой, когда человек имеет общественную вот позицию. А чем я могу гордиться? Я помню 1996 год, и мы были молодежными лидерами в университете, и мы встретились с первым президентом республики впервые, очно мы встретились, это было, я помню, в Балагане, где музей Ярославского. И после этой встречи не только у меня, у нас у всех возник, вот у молодежи вопрос, почему у нас в университете, в Якутском государственном университете, очень старые общежития, вы же помните, да, какие они были, вот 14-й корпус, 12-й корпус.
И мы говорим, давайте мы соберем подписи, и Михаилу Ефимовичу скажем, что в университете нужны новые общежития. И я помню, мы собрали около где-то 500, ну, тогда вот, да, в общежитии, около 500 подписей, и прям вручили Михаилу Ефимовичу уже после этой встречи. И я помню тот день, когда ректор университета, тогда был Филиппов Василий Васильевич, он сказал, что будут строиться новые общежития, и начался строить 66-й квартал. Я считаю, вот именно такое вот большое общественное деяние, которое мы тогда сделали с молодежью, со студентами, со студенческим профсоюзом, это было вот строительство новых общежитий. Ну, смотрите, сейчас же времена поменялись. Если тогда нужно было обязательно лично сказать президенту, да, или лично что-то объяснить, донести, нужна была для этого личная встреча, то сейчас для этого у нас есть все инструменты, те же социальные сети, где можно спокойно написать хоть главе республики, хоть президенту страны, да, и вот как в этом случае вот роль общественников, она куда девается? Ну, сегодня получается, что роль общественников, да, действительно, вы правы, что вот резко, особенно в последние 3 года, когда вот мы в пандемию, да, очень, значит, мы стали широко общаться в социальных сетях, да, цифровизация, цифровая трансформация. Как раз вот мы сейчас выиграли грант тоже по цифровой трансформации женсоветов Якутии. И сегодня общественникам, наоборот, стало легче поднимать какие-то вопросы общества. И даже к общественникам можно отнести наших блогеров, которые имеют тоже свое мнение, свою точку зрения. И мы считаем, что это действительно взаимодействие, да, власти, общества, бизнеса. И общественники здесь, как средства массовой информации, раньше говорили 4-я власть, то общественники сегодня считаются, ну вот 5-й властью, тоже могут высказать свое мнение, чтобы решить тот или иной вопрос. Вы упомянули женсоветы, это такое вот, что-то советское такое в этом слове есть. Вот скажите, чем сегодня занимаются те, кто входит в женсовет? То есть какие функции и задачи стоят перед женсоветами? И может ли туда войти мужчина, например, если захочет? Или это сугубо там такая вот Ну, я сразу хочу сказать, что вечеринка? сейчас женсоветы, ну, такого названия, как бы, конечно, мы используем, да, чтобы определенная группа женщин-активисток. Но на уровне районов, допустим, сейчас у нас районные советы женщин. То есть совет состоит из числа активных женщин, куда входят руководители женских организаций, женских клубов по интересам, да, просто женщины с активной позицией, или которые ведут свои какие-то социальные проекты, те же могут быть журналисты. И вот на совете женщин они принимают различные решения, которые сегодня, например, стоят перед определенным, допустим, наследом или районом. И если брать вот наследные женсоветы, конечно же, они намного активнее, потому что ни одно мероприятие не проходит без женсовета. Или возьмем даже вот пожары, которые были этим летом, да, именно наши женщины, советы женщин, объединившись, они готовили еду, продукты, работали поварами, практически круглосуточно сменяя друг друга. И, значит, на наследственном уровне они самые активные. Если брать районный уровень, действительно, там тоже есть вопросы, которые они решают. И на республиканском уровне уже мы все объединившись создаем союз женских общественных организаций Республики Саха-Якутия. То есть это как бы высшее такое, ну, объединение, которое объединяет всех, да? Да. А вот как контролируются те решения, которые принимаются на заседаниях женсоветов, и какую роль играет правительство в жизни Союза женских организаций? То есть вот как вы с ними взаимодействуете и как они поддерживают ваши начинания, ну или не поддерживают? У нас, значит, решение принимается, допустим, согласно устава, мы собираемся 1 раз в квартал, это президиум из числа 20 человек активных, которые избираются на съезде. И обязательно 2 раза в год мы созываем пленум. То есть пленум Союза женских организаций, когда созывается 70 человек. Это председатели всех районных советов женщин и руководители вот женских общественных организаций. Вот у нас в ноябре такое мероприятие будет, вот ко Дню матери, да, в Zoom, ну в онлайн. И с правительством мы взаимодействуем через, значит, общественные советы. При каждом министерстве и ведомстве тоже есть свои общественные советы, допустим, Министерство образования, молодежной политики, социальных коммуникаций и так далее. Да? И там на общественных советах именно поднимаем те проблемы, которые сегодня существуют. И нашим самым главным партнером, конечно же, является Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. То есть все некоммерческие организации, общественные объединения, работаем через них.
и какие-то вопросы стоят, и они помогают нам их решать. И, конечно же, правительство вот сейчас подготовило распоряжение и проведению вот очередного съезда женщин Якутии, который состоится в марте 2022 года. И он проходил последний раз 5 лет тому назад, в 2016 году. И также мы взаимодействуем с органами власти. Это Министерство труда и социального развития. У нас в республике всегда ценилась и очень сильным была эта политика, семейная демографическая политика в нашей республике. И, конечно, те все мероприятия, решения, которые принимаются, не принимаются без мнения Союза женских организаций Республики Саха-Якутия. То есть так называемые профильные министерства, с которыми Да, вы да, взаимодействуете, так совершенно получается. верно. Хорошо, давайте представим ситуацию, что, допустим, у меня есть какая-то идея интересная и важная по улучшению жизни в регионе, и, допустим, она касается в первую очередь женщин. Да? Вот куда мне нужно обратиться, чтобы дать ей ход, и что делать, если я вот хочу, чтобы идея моя ход получила, а в союз ваш пока вступать не хочу. Ну вот... Консультантом я могу быть или как-то? Конечно. Или просто подать идею? Наши двери всегда открыты. У нас есть офис. Это на Курашова 24, кабинет 405, Союз женских организаций. Сейчас, конечно, мы работаем в онлайн-режиме, вот буквально до 30 октября. Но по полдня там тоже у нас приходит координатор. И любые вопросы я принимаю онлайн. Ко мне ежедневно поступает очень много вопросов, предложений, ходатайств на поощрение или каких-то вопросов. И буквально у нас же в Союзе я же не одна, у нас же команда, 20 человек, 70 человек по республике. Если касается какого-то вопроса, я могу направлять. У нас же Союз именно женских общественных организаций, и мы объединяем этих женских организаций по интересам женщин-предпринимателей, женщины сельского хозяйства, например, да? По развитию сельского женщины, допустим, по здравоохранению, образованию, культуре и так далее. И вот когда вопрос этот касается, я уже направляю непосредственно. Если это касается, допустим, консультирования, психологической поддержки, у нас есть Центр социально-психологической поддержки молодежи, или мы сами даже можем эти консультации помочь организовать человеку. Сейчас вот онлайн, через Zoom мы можем предоставить бесплатный Zoom, можем предоставить помещение, вот наш небольшой кабинет. Ну вот вы сейчас перечислили достаточно традиционные для женщин отрасли, образование, здравоохранение, культура. А есть ли объединение, например, женщин-программистов или там, женщин-математиков? Да, есть такие? у нас есть целое направление, которое называется IT-леди. И мы его начинали буквально 3 года тому назад. Мы провели первый форум IT-леди. Это Шадрина Туяра, Савина Данилова, вот наша Туяна Андреева. И, кстати, когда вот участвовали тоже в всяких акселераторах, вот непосредственно в акселераторах, то они проанализировали, буквально 10% было именно женщин-победителей айтишников. Все-таки это мужская отрасль. Ну, давайте затронем философский вопрос и поговорим о равноправии женщин и мужчин. Вот в чем, по-вашему, заключается равноправие в современной Якутии? Некоторые, кстати, опять же, в сравнении с другими регионами подмечают, что у нас женщины более эмансипированы, да? Причем они смотрят как бы на нас, ожидают, что мы будем схожи там с тем, что происходит в среднеазиатских где-то республиках, да, других, в кавказских там сравнивают, да, говорят, надо же, какие у вас эмансипированные женщины. Вот в чем, по-вашему, вот... Ну, я сразу хочу сказать, здесь тоже надо обязательно углубиться в историю, что женщина Саха, она у нас все равно испокон веков был своего рода матриархат. Вот в чем дело. Женщина, она хранительница очага, всегда ждала мужа, а муж – это добытчик, охотник, рыбак, и все, что касается хозяйства, дома, это несла ответственность женщина. Это было испокон веков, особенно в северных районах и вообще у якутов, да, в Балагане и так далее. Нет, но подождите, матриархат предполагает то, что женщина принимает решения. Да, принимает решения. Что важные решения принимает женщина. Ну вот, по хозяйству дома всегда принимала решение женщина, а мужчина был добытчик. Ну, это испокон веков, когда мы читаем все наши вот исторические события, так и было. А в современном мире, хочу сказать, все-таки, если говорить о равноправии, оно сегодня существует. Если брать в процентном соотношении, допустим, количество работников, вот мы тоже взяли большие отрасли, да, культура, образование, здравоохранение, там в основном у нас женщины, да, мужские отрасли, там промышленность, строительство, IT, это у нас мужчины. Но если брать на уровне принятия решений, допустим, это руководители министерств, женщин меньше.
если брать парламент республики, Женщин намного меньше. Намного меньше. То есть на уровне принятия решений, конечно, у нас женщины нет еще того полного как бы равноправия. Но я думаю, что это, я считаю... Это вообще в России так, в принципе. Да, в принципе, это вот в российском государстве у нас как бы принято. Это есть, и я считаю, что это правильно. А вот вы упомянули традиционный уклад. Насколько, вот, по-вашему, сегодня в Якутии сохранился вот традиционный уклад жизни народа Саха? И вот как сегодня выглядит современная хранительница очага? Но здесь можно сказать, что современная хранительница очага, мы каждодневно тоже встречаемся, общаемся со многими женщинами со всех районов республики, с городов. И здесь, конечно, такую среднестатистическую даму я не могу сказать, как она сегодня выглядит. Здесь можно разделить как бы сельская хранительница очага, допустим, и городская. Но городскую я считаю, допустим, среднестатистическая, это женщина среднего возраста, имеет 2 детей, замужем, и наравне с мужем работает. Во время родов может носить по уходу за ребенком. И считаю, что это очень, можно сказать, образованная женщина, потому что если взять по статистике другие регионы Российской Федерации по образованности, то Якутия, конечно, на одном из первых мест. А если брать вот хранительницу очага на селе, конечно же, это очень такая женщина, имеет свое хозяйство, огород, значит, в то же время она работает, допустим, в бюджете, да, тоже имеет минимум 2-3 детей, замужем, и муж тоже вместе с ней ведет сельское хозяйство. Ну, примерно так, вот такая То есть она тоже работает, но у нее помимо этого еще и хозяйство есть. Да. Вот вы заговорили о декрете, и смотрите, когда женщина выходит в декрет, она выпадает буквально из жизни зачастую на несколько лет. Но вот в последние годы мы видим, что женщины в декрете продолжают развиваться. Они начинают там готовить кондитерские изделия на продажу, вяжут, шьют, там что-нибудь, хендмейд какой-нибудь делают модный. В общем, открывают себе новые творческие грани. Вот как не закопаться в домашних делах и добиться результата? Давайте вот какой-то совет дадим. Да, очень хороший вопрос, потому что мы буквально в 2019-2020 году выиграли в фонде президентских грантов Российской Федерации как раз грант, который называется «Сделано руками мамы». И буквально более 100 мамочек нашей республики прошли наши онлайн-курсы, где мы обучали как раз, как открыть свое дело, как следить за своим здоровьем, как следить за здоровьем своего ребенка, как ухаживать за ребенком. То есть такие хорошие у нас были спикеры, отзывы были замечательные от всех девушек-выпускниц именно наших курсов. И это в современном мире, особенно в век интернета, я сейчас общаюсь очень много с молодыми мамочками, они говорят, что-то друг друга спрашивают, и у меня спрашивают, а другая девушка отвечает, в Google помощь. Вот видите, сегодня современная мамочка, она может буквально любой вопрос зайти прогуглить, его решить. И то есть это, ну, тоже плюс. Допустим, если сравнить, если раньше женщина думала, и об этом рассказывала, конечно же, испокон веков бабушка, потом мамочка, да, ну, как вести хозяйство, как ухаживать за ребенком. А сейчас все говорят, Google в помощь. И то есть получается, что современные мамочки, они не оторваны от жизни, они не сидят там, например, только сложа руки только за ребенком, а мир открыт у них вот в онлайн, мир полностью открыт, и тем самым женщина не отстает от жизни. Об этом мы тоже на своих курсах рассказывали. И идет в ногу со временем. И тем самым тут же ухаживает за своим ребенком. Но у нас в республике вообще много умных, талантливых женщин. Вот скажите, кто для вас, ну есть ли для вас вот какой-то пример для подражания? Кто вас вдохновляет или кого хочется поддержать во всех начинаниях? Вот есть такая женщина? Или женщины, может быть? У меня есть вообще женщины, они у нас в Союзе женских организаций, на которых я хочу равняться, и я их безмерно уважаю и обожаю. Это Евгения Исаевна Михайлова, Божедонова Анастасия Николаевна, Габышева Феодосия Васильевна, Валентина Ивановна Кириллина, Черепанова Альбина Прокопьевна. Так, все, я поняла, можно Иванова Лена перечислять. Степановна, да, и этот список можно продолжать. Бесконечное, бесконечное, Да, если, потому чтобы что- никто не обиделся, можем тут сидеть и до конца передачи просто Потому слушать что, эти да, имена и потому фамилии. что именно вот женщины, да, вот психологами тоже доказано, именно вот моральную поддержку, духовную поддержку, почему женское движение у нас очень сильное в Республике Саха-Якутия, она получает, оказывается, женщина от своих подруг.
Если у них есть какое-то единое, допустим, там, мечта, цели, какие-то их совместно решать, реализовать какие-то проекты, оказывается, вот женщина больше получает вот, ну, моральное удовлетворение от сделанного что-то для других. Например, если у мужчин это они там ну, четко, конкретно, ясно решают проблемы и так далее. А женщина, она же более эмоциональная. В этом плане наше женское движение, оно очень много мне дало, потому что мне с юных лет, еще со студенчества, Светлана Ефимовна Николаева говорила: Анжелика, вот нас не будет, а ты будешь продолжать женское движение в нашей республике. А я была совсем молодая, я говорила: как, зачем, нет, что вы? Мне казалось, что они всегда рядом со мной будут, старшие сестры. И как она вот смотрела прям на корню, и сейчас, вот, мне кажется, девиз вообще нашего союза – это помнить прошлое, творить настоящее и думать о будущем. И вот как раз я сейчас нахожусь на стыке, вот когда есть прошлое, и сейчас идет век цифровизации, и вот мне досталось такое бремя, когда все меняется, и вот надо успеть передать вот это вот наше женское движение, традиции, историю. Поэтому я считаю, что наши женщины... То есть у вас преемственность такая, да, есть внутри движения? Внутри движения у нас очень все четко, там все в женском движении очень серьезная как бы и градация, и поколенческая, и межпоколенческие отношения. И я бы хотела помочь нашим молодым девушкам, ярким лидерам, которые сегодня тоже есть в нашем движении. Сардана, Саремяника, Нинель, Малыш, тоже бесконечно, Туяна, Андрея, можно бесконечно повторять, потому что те девушки, которые тоже помимо своей работы, помимо своей семьи, всегда готовы ну, вот, творить общественные дела и реализовывать свои проекты. А вот правда ли, что женская дружба – это нечто особенное, и женщины умеют дружить так, как не умеют дружить мужчины? Да, многие вот тоже об этом говорят, и мне кажется, действительно, женская дружба, она существует. Хотя многие говорят, ее не существует, только существует настоящая мужская. Но я вот столько времени общаюсь со своими старшими подругами, общаюсь со своими младшими подругами, со своими ровесницами. Я считаю, что действительно вот есть такое, которое ты можешь нести всю жизнь, и доверять, допустим, тем женщинам, которых ты уверена и знаешь, что они никогда не подведут. Ну вот у вас лично есть такие подруги, которые там со школы, например? Конечно, у меня есть подруга, единственная моя подруга, с которой мы дружим со школьной скамьи. У меня подруги вся республика, в каждом наследии, в каждом районе, и почему вот богато, да, вот общественное движение. Я говорю, меня на вертолете высадите в каком-нибудь поселке, да, любом поселке республики. Я там приземлюсь с парашютом и скажу: здравствуйте, я Анжелика Андреева, а где здесь женсовет? И мне сразу покажут, где женсовет, и мы найдем общий язык. И накормят, и обогреют, и спать положат, баня натопят. Понятно. Верно. Общественная деятельность – это вообще возможность сделать для общества и для довольно большого количества людей что-то хорошее. Вот часто люди говорят о том, что они и рады бы помочь, но не знают, куда обращаться. Вот давайте на примере разберем. У меня есть знакомый психолог, которая хочет проводить людям совершенно бесплатно лекции и консультации. Отлично. Но сама она этого сделать не может, человек не медийный, блога у нее нет. Вот куда ей обращаться, с чего начать? Пусть обращаются к нам, в Союз женской организации, или у нас есть инстаграм-страница СЖО ЕКТ. И в Инстаграм напишет, мы можем полностью предоставить ей, вот, как я уже сказала, бесплатный Zoom, кабинет, помочь, как этот свой проект реализовать. Потому что Союз, еще раз повторяю, объединяет женщин, не просто женщин, а женщины, которые реализуют какие-то свои социальные проекты или хотят реализовать, или женщины, которые уже возглавляют какую-то свою общественную организацию или общественный клуб. В 2025 году, то есть совсем уже практически там скоро, через 4 года, в Якутии отметят, оказывается, 100 лет со дня первого съезда женщин, который прошел в 1925 году. Вот расскажите о том, какие вопросы чаще всего поднимаются на подобных съездах и каким опытом делятся женщины друг с другом и планы, может, какие-то на ближайшее будущее. Да, конечно, это очень важное событие для всех женщин республики, потому что в 1925 году прошел первый съезд трудящихся женщин Якутии. И там поднимают такие вопросы, как, допустим, отделить хатон от жилища, чтобы не было хамначитов, чтобы женщины имели право работать вместе с мужчинами и учиться. Поднимали такие вопросы, чтобы была вакцинация детей, чтобы дети не убирали от тифа. Представляете, да, это было
буквально там 96 лет тому назад. Да? И сегодня тоже темы похожие. И буквально вот в 2022 году, как я уже сказала, в марте состоится 15-й съезд женщин Якутии, это историческое событие. И на нем, я думаю, что женщины будут поднимать похожие вопросы, которые поднимали 96 лет тому назад, но уже более современные. Значит, они за 96 лет так и не решились, что ли? Нет, они То есть Хатон жилище так и не не, отделили? эти вопросы решаются, но они будут поднимать эти вопросы на современном уровне. То есть это благоустройство жилья. Почему до сих пор в районах у нас холодные туалеты, допустим, в школах и детских садах. Они будут поднимать вопросы той же вакцинации, то, что ковид сегодня и как нам жить вот во времена ковида. Наши дети почему должны обучаться, допустим, дистанционно столько лет, допустим, уже практически 2 года, да? Они будут поднимать вопросы, то есть женщина всегда поднимает социальные вопросы, которые сегодня существуют в обществе. Это касается ее семьи, ее детей, ее супруга, допустим, даже безработица, допустим, да. И мы всегда поднимаем те вопросы, которые наиболее остро стоят. И принимается уже резолюция на съезде. Буквально мы на 15-м съезде женщин Якутии будем рассматривать резолюцию, что за 5 лет выполнено. Мы же принимали 5 лет тому назад тоже резолюцию, поднимали те вопросы, которые существовали, допустим, касающиеся детей, женщин, материнства. Да? И буквально на следующий год в марте мы также будем принимать резолюцию уже настоящего момента, какие сегодня. Допустим, сейчас у нас очень много проблем демографической политики, семейной политики. Сегодня ее вообще задвинули куда-то на второй план. А хотя наша республика всегда была традиционно и была сильна этим многодетными семьями, многодетными матерями, с традиционным семейным укладом. Вот эти вопросы мы все будем поднимать как раз на съезде. Ну, кстати, про отделить Хатон жилище, я вспоминаю фильм «Царь птица», титулованный вот наш, да, и там есть такой момент, когда приходят, говорят, да, вот приняли такое решение. А потом ведь сейчас в наши дни уже пишут, что, может, это и не нужно было, потому что было естественное отопление, во-первых, от коров, во-вторых, женщина не выходила в минус 50 на улицу, а заходила сразу в Хатон, корову. Я с этим не согласна, потому что все-таки существуют санитарные нормы, которые у нас очень были сильны в Советском Союзе, вы все прекрасно знаете, и сколько людей умерло вот от как раз не получивших вакцину, допустим, или от антисанитарии были такие моменты. Поэтому правильно сделали. Правильно сделали, да, по-вашему. Хорошо, давайте немножко сменим тему. Вот женщины Арктики. На мой взгляд, это тема, которая достойна вообще отдельного обсуждения. В работе с ними важно сохранить некий баланс. Да? Нужно внести в их жизнь нечто современное, тот же интернет, который сейчас в Арктику у нас приходит, да, широкополосный. При этом необходимо сохранить самобытность и традиционный уклад жизни. Вот как вы ведете такого рода работу? Действительно, мы буквально 3 года тому назад тоже создали межрегиональную общественную организацию, которая называется «Женщина Арктики». Возглавляет ее Иванова Лена Степановна, Якутское региональное отделение. Она является главой сейчас Оленёкского района. И на уровне Российской Федерации возглавляет Старостина Ольга Валентиновна, она с Ненецкого автономного округа. И вот буквально тоже недавно прошел Северный форум, мы уже 2-й год проводим круглый стол в рамках Северного форума и общаемся со всеми женщинами как раз вот северных регионов. Вот в «Женщину Арктики» у нас учредителем является Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Республика Саха-Якутия. И мы с нашими подругами общаемся постоянно. Это Архангельская область, как я уже сказала, Ямало-Ненецкий автономный округ. Наши девочки вот по IT-форуму ездили в Ханты-Мансийск. И это говорит о том, что мы всегда на пульсе, чтобы совместно решать наши вопросы. Буквально на прошлой неделе вы приняли участие в Евразийском женском форуме, да, марафоне, который вот в нашей другой студии проходил. Вот расскажите коротко для зрителей, какие вопросы затронуты были, как прошло мероприятие? Да, у нас мероприятие идет, это был марафон, и буквально он продолжается. Завтра у нас состоится пленарное уже заседание Евразийского женского форума, который проводится раз в 3 года под патронатом Совета Федерации, лично Валентина Ивановна Матвиенко. И 3 года тому назад мне посчастливилось участвовать очно в Санкт-Петербурге на данном мероприятии, где я лично встретилась, да, с Владимиром Владимировичем Путиным. Считаю, что это для меня лично тоже историческое событие.
И те, значит, резолюции, те рекомендации, которые принимаются на Евразийском женском форуме, они дают толчок работу всем женским общественным объединениям, ну, в Евразии, получается, да. И Союз женщин России, куда вот мы входим, да, как Якутское региональное отделение, как Союз женских организаций Республики Саха-Якутия, именно те темы, которые сегодня обсуждаются на Евразийском женском форуме, мы должны проецировать уже на наш регион и будем уже обсуждать вот на 15-м съезде женщин Якутии. Анжелика Гуровна, вот мы начали разговор с того, чем женщины Якутии отличаются от женщин других регионов страны. А вот, но Якутия же у нас тоже очень большая, да, это самый крупный регион Российской Федерации. И вот как, на ваш взгляд, проблемы у женщин разных районов нашей республики, они отличаются или они похожи? Есть ли какие-то особенности в трудностях там, у женщины, которая живет в Тиксе, например, в Алдане? Да, конечно. Но с одной стороны, у женщины заботы, и пусть она общественная, пусть она супруга, жена, вопросы одни и те же, допустим, как воспитать детей, сохранить семью, вести хозяйство, работать, вот это одновременно и улучшать жизнь своим близким, родным. Но если считать, допустим, Алдан, там больше, допустим, вопросов по экологии сейчас, допустим, реки Алдан, да, наши женщины поднимают, по, значит, коммунальным вот вопросам, то есть это уже как поселок городского типа раньше был, сейчас уже город Алдан. И в Тиксе стоят вопросы более серьезные, да, это северный завоз, повышение роста, допустим, продуктов питания, как прокормить семью, там вот овощей, допустим, мало, да, завезли. Или, допустим, летом, вот, например, среднестатистическая мама, она бюджетный работник, она, если в Алдане она может себе позволить выехать в отпуск, допустим, на море, да, с одним членом семьи, допустим, несовершеннолетним, да, по закону, то в Тиксе это практически невозможно, потому что им надо доехать до Якутска и дальше, допустим, вот на море. Поэтому сейчас, да, ставятся такие вопросы по той же программе, да, вот мы очень благодарны Феодосии Васильевне Габышевой, которая ведет программу «Дети Арктики», которая сегодня Айсен Сергеевич как раз именно пролоббировал этот вопрос уже на российском уровне. И сегодня решаются эти вопросы. Отдых, санаторно-курортное лечение наших детей, допустим, с арктических регионов. Да, смотрите, но вот эти проблемы, они такие все-таки общие, да, для всего населения, они не специфически женские. А мне бы хотелось затронуть вот все-таки женскую проблему, такой сложный вопрос, как домашнее насилие, с которым часто действительно сталкиваются, в некоторых семьях этот вопрос стоит остро, при этом часто женщины боятся общественного порицания, да, что это стыдно, и кому нужно обращаться, если есть в семье насилие? Ну вот как раз мы недавно буквально, вот как член общественной палаты, мы поднимали этот вопрос, провели круглый стол в медиацентре и пригласили как раз все министерства и ведомства, да, МВД, Министерство образования, Министерство молодежи, Министерство здравоохранения, психологические службы, и обсуждали этот серьезный вопрос. Потому что у нас действительно есть только один центр, он создан на грант. Это фонд «Дети Саха-Азии». Андросова Ольга Михайловна как раз при своем фонде открыла этот центр на грант города Якутска. Субсидии как раз для некоммерческих организаций, для общественных организаций. Этот центр работает, туда действительно обращаются женщины, которые попали в трудную жизненную ситуацию, именно попали в насилие. Этот вопрос есть. И когда мы обсуждали этот вопрос, конечно же, надо обращаться. Надо в первую очередь обращаться в психологическую службу. У нас есть анонимная психологическая служба. И есть специалисты, которые могут помочь, ну, в той или иной трудной ситуации. Но если это касается небольшого населенного пункта или райцентра, там действительно может быть, если малого населенного пункта, все друг друга знают, и когда что-то происходит, женщины пишут, допустим, заявление, допустим, на супруга, и буквально на завтра приходят и забирают это заявление, да, потому что они не хотят, чтобы, ну, да, чтобы все-таки мирно как-то этот вопрос решить. То есть это очень спорный вопрос. Мы обсуждали буквально 2 часа на этом круглом столе. Там были, как я уже сказала, органы государственной власти, общественность. Были те люди, которые непосредственно психологи работают. Ну и что решили-то? Да, и приняли решение, что действительно должен быть закон. Все-таки закон был принят, что сейчас, если первый раз эти произошли, допустим, побои, то только штраф. А если раньше это была уголовная ответственность, то сегодня это только штраф, а потом уже как бы... И многие настаивали на том, что должно быть усовершенствовано наше законодательство, чтобы все-таки была уголовная ответственность за вот такие серьезные, допустим, если это будут
серьезное насилие. Оказывается, насилие бывает у нас же не только физическое, но и психологическое. И в этом плане у нас закон должен быть усовершенствован. Я думаю, что мы по этому вопросу еще проработаем, да, о внесении изменений в законодательство. Но на уровне Российской Федерации сейчас нет у нас такого закона о домашнем насилии. Нет. Хотя его инициировала Оксана Пушкина в свое время, вот в том созыве. Сейчас уже вот в новом составе созыва Госдумы. Но часто еще бывает так, что сама женщина, она не понимает, что происходит, она считает, что это нормально. Да. Вот, допустим, и, ну да, типа бьет, значит, любит, да. Вот. А, допустим, у нее подруга, которая знает, что это ненормально, она может куда-то обратиться и сообщить про это? Или? Конечно, может. Эти случаи Или это даже... не ее дело вообще, не лезть в чужую семью? Ну вот видите, поэтому очень много тонкостей, о которых мы обсуждали. И здесь нужен очень тонкий, и в законе прям должны быть конкретные пункты касаемо вот как раз того, о чем вы говорите. Ну вот такой, связанный немножко с этим вопрос, вот в советских школах был такой урок отдельный, этика и психология семейной жизни, что-то вот такое. А сегодня в школах учат у нас точным наукам, там, рисованию, пению, но отдельных вот таких уроков про семейную жизнь или про половое воспитание вообще нету. Вот эта ответственность возложена сейчас на классных руководителей либо на социальных педагогов. Вот как, на ваш взгляд, нужно ли работать отдельно с подростками вот по этим вопросам? И кто это должен делать, семья или все-таки школа? Ну, конечно же, в первую очередь я хочу сказать, что по, значит, этике и психологии семейной жизни это очень вообще важный вопрос для каждого ребенка и для каждого родителя. И в первую очередь ответственность лежит на родителях, я так считаю. А уже опосредованно, если это ученик какой-то школы, конечно же, мы должны, социальные педагоги, психологи, классные руководители, следить, что происходит с нашими детьми. Наши дети сегодня где? Они полностью в социальных сетях, они в Ютубе, они в интернете. Если раньше мы могли как-то детей контролировать, особенно подростков, да, и мы знали, куда они ушли, пришли, что-то сделали. Сегодня мы не можем зайти, допустим, у них пароли уже стоят на телефонах, да, и не каждый родитель знает, в каких социальных сетях, допустим, сидит их ребенок. Родители встали, пошли на работу, ребенок там онлайн сидит, учится, и чем он целый день занимается, вечером родитель приходит, спрашивает у ребенка, все нормально, все нормально. А в каких он был в социальных сетях, с кем общался. И мы вот буквально проводили, каждый год проводим совместно с Министерством образования, называется наш круглый стол, именно общественность поднимает этот вопрос, информационная безопасность детей. Вот это вот самое главное сегодня в нашей отдельно взятой, допустим, республике, в отдельно взятом городе, в отдельно взятой стране России. Можно же как-то вот нейтрализовать и вести хорошую работу именно по информационной безопасности наших детей. И в том числе, конечно, по семейному воспитанию мы ставили вопросы, но они входят именно, зависит от учебного плана, какая-то школа ставит этот предмет этика, психология семейной жизни или подготовка к семейной жизни, а в некоторых школах этого практически нет. То есть это тоже на совести будет уже директора, что, ну, конечно, даже в наше время, когда это преподавали, мы же там посмеялись, но что-то мы запомнили, да, от этого предмета. Поэтому это в первую очередь ответственность родителей, а во вторую очередь это уже школа ответственность и педагогов. Ну что ж, Ольга Георгиевна, время наше подходит к концу. Я вас благодарю за интересную беседу. Желаю успеха во всех начинаниях, успеха женскому движению. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.